Армения проиграла войну в Карабахе, которая началась 27 сентября. Азербайджанская армия, активно поддержанная Турцией, оказалась намного лучше вооружена более современным оружием и лучше организована. Азербайджанцы с первого дня захватили и до конца уверенно удерживали инициативу, а призывные и резервистские армянские контингенты оказались не готовы к современной войне ни технически, ни психологически. Дальнейшее вооруженное сопротивление стало бессмысленным и могло привести только к окончательному разгрому. Армянский премьер Никол Пашинян решился подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Владимира Путина соглашение о прекращении боевых действий. Это несомненно капитуляция, но на достаточно почетных условиях. Президент Азербайджана Алиев после подписания соглашения о прекращении войны. Армянская армия будет в сжатые сроки выведена, сохранив оружие и знамена, из Нагорно-Карабахской республики и так называемого пояса безопасности вокруг Анкары, из мест, откуда она не была уже до того выбита азербайджанскими военными. К 15 ноября уйдут из Кёльбаджара, к 20 ноября из Агдама и части Газахского района на центральном участке фронта, где армяне до сих пор удерживают хорошо укрепленную исходную линию обороны. 1 декабря армяне должны уйти из Лачинского района, но сам город Лачин и шоссе, идущее через него из Карабаха в Армению, Лачинский коридор, останутся под контролем российских миротворцев. В течение 3 лет, по словам Алиева, будет построена новая трасса в объезд Лачина для связи между Степанакертом и Арменией, и эту новую дорогу будут контролировать миротворцы, а старый Лачин перейдет под контроль Баку, и туда очевидно вернется азербайджанское население. Нынешнее армянское население Бёрдзара, Лачина, будет скорее всего вывезено. Армянский генштаб и власти Анкары поддержали мирное соглашение как единственный способ избежать тотальной катастрофы. Сразу после подписания началась переброска по воздуху из Ульяновска до 2000 российских миротворцев из состава 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады. Миротворцы будут вводиться в Карабах без тяжелой бронетехники, без артиллерии и систем залпового огня. Только 90 БТР и 380 всяких других машин. Миссия чисто миротворческая, только патрулировать и наблюдать. В горной Шуше российские миротворцы располагаться не будут. Штаб будет в Степанакерте, и этот город станет центром остатков армянского Арцаха. Примерно как Митровица в северном Косово, центр сербского анклава посреди сплошь албанского края. Азербайджанские беженцы и их потомки будут под эгидой управления Верховного комиссара ООН возвращаться в города и поселки бывшей зоны безопасности, в Шушу и другие части бывшей Анкары. Например, Кельбаджар под именем Карвачар стал райцентром в Анкаре, и через него была построена вторая автотрасса между Степанакертом и Ереваном. Теперь это все очевидно придется отдать после поражения, 9 ноября, когда завершалась сделка между Москвой, Баку и Ереваном, на границе Армении и Нахичевани. Азербайджанцы сбили российский военный вертолет Ми-24. Оба члена экипажа погибли. Поскольку никто не хотел срывать карабахскую сделку, неприятный инцидент урегулировали в одночасье. В Ереване новость о подписании соглашения с Азербайджаном ура-патриотическая оппозиция восприняла в штыки и разгромила парламент. В Ереване Пашинян и военное руководство отбивались от обвинений в предательстве и от прямых физических угроз. В Баку мгновенно признали вину в гибели Ми-24, извинились за ошибку, пообещали выплату компенсации семьям пострадавших и наказание виновных. Москва ответила, что ладно, но бывает. Хорошо, что сразу признали, как будто ребенок конфету стащил. Российские миротворцы будут в Карабахе 5 лет и с продлением еще на 5, если никто не будет возражать. Первоначально планы по вводу миротворцев в Карабах были сверстаны еще в 1994, тогда не вышло, теперь получилось. Армения будет ослаблена поражением, Азербайджан будет ослаблен победой и грандиозной операцией по заселению территорий в Карабахе. Молодежь Азербайджана после известия об окончании войны. Армения будет вынуждена открыть наземный коридор связи между Нахичеванью и собственно Азербайджаном, и контролировать этот коридор будут российские пограничники. Успешная миротворческая операция, несомненно, усилит влияние РФ в регионе. Вместе с тем усилится влияние Турции, которая, как утверждает Алиев, будет проводить совместную с РФ миротворческую операцию в Карабахе. И интересно, поднимут ли над штабом миротворцев в Степанакерте турецкие и азербайджанские флаги. Определение статуса оставшегося армянского анклава отложено на будущее. Алиев обещал армянам Карабаха некую национально-культурную автономию в рамках Азербайджана. Понятно, что прежней вооруженной до зубов Анкары больше не будет, но какой станет лет через 5-10 эта арцахская Митровица не знает сегодня никто. Сегодня закончилась война, это уже хорошо.
Подпишите на канал и все.